кафедры автоматики и микропроцессорной техники. Коми Государственный педагогический институт является первым высшим учебным заведением в Республике Коми, основанным в 1932 году, который сегодня занимает лидирующее место в подготовке педагогических кадров республики. В настоящее время для осуществления учебного процесса и организации взаимодействия между преподавателями и студентами создается информационно-коммуникационно-образовательная среда. Для этого создаются технические условия. В институте действует 13 компьютерных классов, лаборатории радиоэлектроники, кибернетики, аудиовизуальных средств обучения. Учебные аудитории на всех факультетах оснащены мультимедийными проекторами, интерактивными досками, несколько есть документ-камер. Функционирует система спутникового телевидения. Все компьютеры объединены внутривузовской информационной сетью и подключены к сети интернет. С каждого компьютера в нашем институте можно выйти в интернет в любое время, то есть в течение суток. С 2004 года по настоящее время Коми Государственный педагогический институт является активным участником программы Intel обучения для будущего. За это время было обучено более 8 тысяч студентов. 16 января 2009 года впервые в Республике Коми стартовал проект Вики КГПИ. В настоящее время создано 1984 гипертекстовые статьи образовательного назначения. Вики КГПИ является гипертекстовой средой, где каждый преподаватель, каждый студент может разместить свои статьи, материалы проектов, поучаствовать в конкурсах, семинарах и мастер-классах. Кроме этого, наш портал Вики стал создано сетевое сообщество учителей технологий Республики Коми. С 2011 года функционирует экспериментальная площадка «Сетевые технологии в развитии информационно-образовательной среды дополнительного образования детей», где участвуют не только учителя Республики Коми, города Кирова, но и Соединенных Штатов Америки. С 2010 года в институте ведется целенаправленное внедрение в образовательный процесс дистанционных форм обучения посредством системы дистанционного обучения Moodle. На 23 апреля 2012 года разработано и реализовано 26 дистанционных курсов. Среди них следует отметить такие как основы микроэлектроники, преподаватель Мизов Евгений Иванович, практика письменной речи, английский язык, преподаватель Погорелова Юлия Сергеевна, основы искусственного интеллекта, преподаватель Калимова Анна Валерьевна, веб-дизайн, преподаватель Шашева Наталья Сергеевна. Здесь студенты осуществляют свою самостоятельную работу и ведется курс. В своей педагогической деятельности преподаватели института активно используют сетевые сервисы интернет, в частности ресурсы Google. Для организации учебной деятельности преподаватели разрабатывают образовательные сайты по различным дисциплинам. Сайты по организации научно-исследовательской деятельности студентов. Автор интернет-секции, которую вы видите, научной конференции Габова Марина Анатольевна. Таким образом, у нас проходят научные конференции на факультете педагогики и методики начального обучения. Следует отметить, что информационно-коммуникационно-образовательная среда позволяет создать условия для активной самостоятельной работы студентов. И это очень интересно студентам, они всегда говорят благодарны за то, что имеют возможность поработать через эти ресурсы. Это достигается в результате развития мотивации и при помощи расширения круга учебных задач, наличия постоянной обратной связи через интерактивные средства, обеспечающие самоконтроль. Немаловажной характеристикой информационно-образовательной среды является возможность коллективной работы студентов, обеспечение группового доступа к удаленным ресурсам, возможность коммуникации, участия в сетевых сообществах. Вы видите сайт, разработанный студентом второго курса факультета иностранных языков. Около 10 человек создавали сайт, каждый выбирал свою тему и на английском языке создали вот такой некий продукт, который потом они будут реализовывать с учащимися в общеобразовательной школы, когда придут на практику. Еще одним важным фактором при работе в информационно-образовательной среде является использование контролирующих программных средств для мониторинга, диагностики и коррекции образовательного процесса. Например,
Система Moodle позволяет эффективно организовывать учебную деятельность студентов на основе бально-рейтинговой системы. Но вот здесь как раз вы видите результаты прохождения курса в системе Moodle одного из студентов. Курс построен таким образом, чтобы студент набрал 100 баллов для того, чтобы получить хорошую оценку за данный предмет. Сразу видно те задания, которые он выполнил, на каком уровне и так далее. То есть здесь полностью все автоматизируется, все количество студентов, которые проходят на курсе, могут сразу видеть свои результаты, и преподавателю тоже достаточно удобно работать в этой системе. Информационно-коммуникационно-образовательная среда позволяет обеспечивать наглядность обучения. Средства ИКТ открывают огромные возможности для визуализации учебной информации при изучении многих дисциплин. Для этого используются интерактивные доски, документ-камеры и мультимедийные проекторы. Но в заключение небольшого такого выступления следует отметить, что переход к информационно-образовательной среды высшего учебного заведения в любом учреждении, в том числе и в институте нашем, это сложный процесс изменения не только технического оснащения ресурсов, а самого содержания обучения, методов организации, организационных форм и самих средств обучения. Мы полагаем, что этот процесс должен привести к созданию открытой учебной среды в условиях практически неограниченного доступа к учебной информации всем студентам нашего института, всем преподавателям, всему руководству. И приоритетное направление развития информационно-образовательной среды – это ориентация все-таки на новые образовательные результаты, которых мы все знаем и нам записаны в федеральных государственных образовательных стандартах. Мое небольшое выступление закончено. Пожалуйста, у кого есть какие вопросы? Но я думаю, на секциях более подробно наши студенты, которые будут выступать, наши преподаватели, практически если не на каждой секции, они расскажут именно о своих наработках, о своих вот тех моментах, которые используются на всех практически дисциплинах. Если раньше, 4 года назад, это было несколько дисциплин, да, то сейчас практически на каждой факультете, каждая кафедра пытается реализовать и создать такую среду. Так, слово предоставляется для дальнейшего выступления. Пожалуйста.